Но есть на Шаляпинском фестивале и такие артисты, которые постоянно и всегда востребованы. Солист Мариинского театра, народный артист Татарстана Ахмед Агади, пожалуй, один из таких. На Шаляпинском он в 17-й раз. Накануне после репетиции «Кармен» он дал эксклюзивное интервью нашему корреспонденту Полине Кострицкой. Ахмед, вы столько лет участвуете в Шаляпинском фестивале. Вот на ваш взгляд, в чем особенность, чем он отличается от других подобных фестивалей? Вначале всегда показывали зрителю, давали те же спектакли, которые уже в течение года идут. Ну, самые лучшие спектакли ставили на Шаляпинский фестиваль. Ну а вот последние уже годы Шаляпинский фестиваль начинается с какой-нибудь новой постановкой, показывать новый спектакль. Это здорово. Я, конечно, за 17 лет безумно полюбил город Казань и казанскую публику. И этот коллектив Татарского оперного театра. Это очень престижно в Казанской опере выступать и на Шаляпинском тем более фестивале. Вы знаете, что политика Татарского оперного театра такова, что нет постоянной оперной труппы солистов, а театр живет тем, что приглашает звезд оперной сцены из России и всего мира. По душе ли вам такая политика? Наверное, это единственный театр, кстати, в России, что вот, который работает именно в западной манере. И хор, оркестр шикарный, кстати говоря, не уступает, даже чуть не хуже Большого театра или Мариинского театра. Я работаю. Но здесь в основном на главные партии приглашают. Это как бы во всем мире. Даже шоколадка считается очень хорошей конфеткой. Да вот каждый на это есть, надоест, уже не захочется, хочется что-нибудь, да вот другую какую-нибудь конфетку или что-нибудь. Вот такая система. Это здорово. И представляешь, какие счастливые публика, вот казанская, татарская. В этом году Шаляпинский фестиваль открылся довольно экспериментальной постановкой Юрия Александрова. Как вы относитесь к экспериментам в классических операх? Я очень люблю, чтобы все было натуральное. Я также продукты люблю очень натуральные. Они же очень, когда в своем огороде, вот мы каждый раз летом возимся, сажаем огурцы, помидоры. Также спектакли тоже должны быть, для меня должны быть естественные, чтобы публика понимала. Я вообще терпеть не могу всякие эти современные, всякие вот эти экспериментальные вот эти спектакли. Все вот так, значит, наоборот, вот кверху ногами, все это когда наоборот делается, не понимает, зрители сидят. Почему так? Вот я участвовал в Германии, в этом Евгения Онегина Ленского пел. Татьяна Ларина с Ольгой. Они поют и стирают, и развешивают турсики, там какие-то нижнее белье, вот это все. Зрители не пение смотрят на вот это, на все, что они делают. Вот это же идиотизм получается. Это же можно все увидеть на улице, это все происходит. Они еще приходят и в театре это видят. Слава Богу, что в Казанском театре такого идиотизма нету. Сивильский цирюльник, вот немножко некоторые говорят, раздвоилось мнение, вот Александров ставил, но я не видел. В России начался год культуры. Вот на ваш взгляд, в каком состоянии сейчас в нашей стране оперная культура, театральная? Был какой-то период, как-то вот это то ли не понимали, зрители стали ходить очень плохо в оперный театр. Ну, в основном в России, конечно, после развала Советского Союза. Сейчас меня, наоборот, очень радует. Очень много людей, зрителей интересуются оперой. И всегда полные залы. И в Казани, сколько я бы не приезжал, здесь всегда полный. Здесь настолько музыкальный народ, Татарстан. А какой вы человек в жизни, а не на сцене? Я как бы не избалован, потому что я с детства вырос. 10 детей, я 7-й. И поэтому мне никогда не все очень просто так легко не давалось. Я очень много работал, очень много занимался. И когда поступил в училище, с утра до ночи в училище сидел. И поэтому мне все очень трудно давалось. Когда ты очень трудно, оказывается, достигаешь и успеха, достигаешь там всего, и всегда ты это ценишь. В жизни, мне кажется, я очень добрый человек, потому что я не могу, вот, к сожалению, вот, делать больно, делать плохо не могу. Я что вот на сцене выхожу, отдаю всю энергетику, все, что имею, да, вот от Господа Бога, от Аллаха, талант, голос, я все стараюсь с самого начала до конца отдать зрителям.